Небольшой поселок Кызаул, что в переводе с крымско-татарского означает «девичий поселок», раскинулся на берегу Черного моря. Согласно легенде, турецкие мореплаватели часто забирали отсюда невест. Украшает это живописное место старинная крымско-татарская мечеть. На традиционной табличке написано: мечеть была построена в 1914 году. Но местная мусульманская община, ссылаясь на старожилов, утверждает, что здание гораздо старее. Местный имам Минаджи Шейх Затов рассказывает: судьба Кызаульской мечети, как и многих других святынь Крыма, трагична. Раньше тут был клуб, а в 90-е здание и вовсе пришло в запустение. Более того, из-за расположенной рядом остановки мечеть начала превращаться в отхожее место. Когда в стенах строения обнажился михраб, местные мусульмане пришли в ужас. Когда мы зашли сюда, увидели, что это мечеть, мы уже поняли это, и нас так это расстроило. У меня здесь один койдыш есть. Я говорю: койдышем, никто его не использует ни на что. Давай заложим окна, двери, чтобы сюда, вот здесь остановка, люди приезжают, уезжают, а пользовались. Мне так неприятно это было, обидно. Потом мы решили, это все заложили, чтобы сюда никто не заходил. И мы пришли в сельсовет, сказали: пожалуйста, постройте где-то за остановкой туалет, чтобы людям куда-то надо ходить. 4 года назад на Курбан-Байрам в мечети Кызаула провели первый праздничный намаз. Однако оформить официально религиозное строение пока не получается. Проблема в том, что когда оформлялась эта территория под мечеть, документов ни в сельском совете, нигде, ни в архивах не нашли, что действительно был когда-то мечеть. Ладно, когда мечеть был, ладно, нет документов, но хотя то, что он был клуб, и тех документов нет. И сейчас проблема оформления самого здания. Нам дали это здание как будто есть, а просто сдали землю в аренду. А документов на здание сейчас никак не получается. Можно как-то помочь решить этот вопрос? Судя по обнаруженным могильным камням, по правую сторону от мечети располагалось мусульманское кладбище. Однако после 1944 года его сравняли с землей и возвели тут переселенческие домики. В планах у местной общины построить помещение для омовения и даже небольшое медресе. Но для этого им нужна поддержка соотечественников и единоверцев.